Как всегда, флаг в городе Темиртау — абсолютное неуважение к государственному символу Республики Казахстан, флагу. Посмотрите, в каком состоянии он находится. Что это такое? Проходите. Так, дежурная комната. Здравствуйте. Маған Ескендіровті шақырасыз ба? Следователь Ескендіров. Аха. Вы пытались до него дозвониться, до Искендерова? Номер у меня нету его, но я Не здесь дал, да, была номер? уже вот То есть вы неделю назад. приходите сюда раз в неделю, да? Ну что, мы ждали, ответа нет. Я уже неделю назад была здесь. Он мне обещал звонить и сказать ответ, что у нас То будет. есть 4 месяца нет ответа. Нет, Хотя нет по закону, ответа. конечно, ответ должен Должно был быть, да. получен гораздо раньше. Но сейчас будем искать его. Так, в случае того, что если господина следователя Искендерова здесь нет, нам, конечно, остается только сейчас направиться в городскую прокуратуру города Темиртау. Да? Да. И уже требовать уже от прокуратуры незамедлительного вмешательства в данное уголовное дело для того, чтобы эти люди просто не остались на улице. Здесь много, да, по идее, как я понял? В Темиртау порядка нет, как я понял. Очень много людей в комментариях писали мне Да. после того, как я приехал 2 недели тому назад в этот город. Она хочет встретиться? Мне вот 4 месяца назад я писала заявление, до сих пор ответ нет. Я была неделя назад, он мне обещал звонить и не звонил. Давайте сюда, Татьяна, отойдем пока в сторону. Проблема, как я понял, заключается именно в том, что из-за бездействия полиции, из-за бездействия полиции, именно отдела полиции Старогородского в городе Темиртау, сейчас вас уже выселяют, да? Да, То есть вы мне показали видео, что каждый день к вам уже приходят, да? каждый день. Да, каждый день. Ни покой, ни деньги, ни квартира сейчас. И давайте нормально жить мы не можем. Нам вообще покой не дает. Видите, здесь ситуация такая, да, что формально банк прав, да, что они не получили деньги и теперь собираются вас а вот выселить. человек, Ну, а который произошло продал. это по вине именно судебного исполнителя. Вы могли подумать, что частный судебный исполнитель мог так поступить с вами? Нет, мы не думали. Он даже заранее не предупреждал, что он будет так. Я не знала, что он продал. Мы не знали, мы дальше платили дальше. Мы продолжали платить. Нам не сказали, что он. Он по Карагандинской области, да, находится? А здесь есть у них офис? У них нет. Темиртау. Он в Караганде. Он в Караганде, да, находится? Всем привет, дорогие друзья! Мы в городе Темиртау, это Карагандинская область. И к нам обратилась жительница города Темиртау, которая, по ее словам, стала жертвой мошеннических действий со стороны частного судебного исполнителя. Вы немного предысторию расскажите своего дела. Мы платили деньги, 3 года ему. Он банк не платил и присвоил. У нас сейчас выселяет. Из-за этого ситуация нас выселяет. Хорошо, чтобы было понятно тем зрителям, которые нас смотрят. Все очень легко. Эти люди, брат с сестрой, взяли квартиру в ипотеку в банке. В одном из банков взяли ипотеку. Они исправно некоторое время платили, правильно? Ежемесячный взнос. Да, вовремя платили сначала, 2013 до 2017 года мы платили нормально, потом у нас проблема была дома, мы не смогли платить. Полгода где-то. Вы полгода, у вас была просрочка, правильно? Да, была просрочка, а потом у нас... Вам назначили сказали судебного платить, исполнителя, да? да? Судебный исполнитель, который должен был, получается,
с вас как бы деньги, да, Да, да. скажем Ну, так. мы ему платили, дальше мы продолжали платить. Он как-то 2020 года, 27 марта он продал, у нас квартира вот. Нам не сказали, что он продал, мы не знали, что он продал. Он продал, мы дальше платили, мы не знали. Он 27 марта он продал квартиру, а мы платили 30 марта мы платили. Ну, дело заключается в том, что этот частный судебный исполнитель должен был как бы получить с них деньги, выбить, да, деньги, получается, по просрочке и направить эти деньги в банк. Но как он поступил? Он вместо того, чтобы те деньги, которые от вас получил, направить их в банк в счет погашения задолженности, да? Да. Он эти деньги присвоил себе. Да, он присвоил, да. И нам до сих пор не вернул. Квартиру он давным-давно продал. А квартиру он продал. А Он квартиру он прошло продал, уже, да. И теперь какая ситуация? А теперь мы доказать не можем, что он незаконно продал и присвоил наши деньги. Абсурд ситуации заключается в том, что частный судебный исполнитель продал квартиру, которая была их, которую они должны были выплачивать. Деньги, которые они выплачивали банку, он присвоил себе. И ситуация такая, что теперь их выселяют с этой квартиры, да, каждый день пытаются выселить. Давайте вот просто официально, вот существует вот постановление. Вот. Вы, конечно же, пришли сюда. Это отдел полиции, Старогородской отдел полиции, управление полиции города Тимиртау, да. Вы написали заявление на имя следователя, да, Искендирова, МК. Он рассмотрел эти материалы досудебного расследования по уголовному делу. Это было 16 мая 2021 года. То есть уже прошло 4 месяца, да? Здесь есть такая формулировка. Частный судебный исполнитель исполнительного округа по Карагандинской области, конечно, имя мы не можем произносить этого человека, 86 года рождения, который, используя свое служебное положение, завладел денежными средствами в размере 1 миллиона 70 тысяч тенге, которые были предназначены для погашения задолженности перед банком. Принимая во внимание, что имеется основание полагать, что вот Жолдас Рызбек — это ваш брат, вот здесь он рядом с нами находится, 95 года рождения, непосредственно уголовным правонарушением причинен имущественный вред, признать его потерпевшим. Вот ваш родственник, который должен был выплачивать, погасить задолженность банку, признан потерпевшим. Окей, все нормально. В постановлении сказано, вот, Жолдаса Рызбека, вот вашего брата, признать потерпевшим по уголовному делу. Второй, ознакомить потерпевшего с его правами и обязанностями. И третье, о принятом решении уведомить заинтересованных лиц. Все, казалось бы, хорошо, все правильно. Следователь Старогородского управления полиции все делает правильно. Но с того момента, получается, уже прошло 4 года. То есть 4 месяца прошло. К счастью, 4 года еще не прошло. 4 месяца прошло, и больше никакого ответа от полиции нет, да? Нет, никакого ответа нет. И мы звонили и пришли. Нам сказали, это дело не у меня, я вам позвоню, скажу. Он не звонил мне уже, опять неделя прошло. И вот. Он вас, получается, завтраками кормит, да? Да, вот каждый день. Вот. Ни ответа, ничего. Вот. А вы представьтесь, пожалуйста, просто мы в самом начале, вы не представились. Я Асанбаева Баян Бекпулатовна, которую у меня продали квартира незаконно. И которой мы платили день. То есть вы вместе со своим братом, да, платили? Мама у меня платила, а сейчас нас выселяет. Все, и выселяет вас по вине именно этого частного судебного ни денег, ни квартира, вот. Просто у нас в руках вот бумажка, все, больше ничего нету. Это беспредел, да. Полиция должна, как бы уже давно заниматься этим уголовным делом и установить статус, во-первых, как бы меру пресечения выбрать, во-первых, для этого частного судебного исполнителя, правильно? Да. Статус его в уголовном деле определить. Ну, давайте пройдем вот управление, в отдел полиции Старогородской. Давайте сейчас позовем этого следователя-то, Искендирова. Где он? Конечно, мы не имеем права как бы записать именно ход
уголовное дело. Но, по крайней мере, мы имеем право сейчас добиться того, чтобы он вышел к вам и переговорил с вами. И сказал, что происходит с вашим уголовным делом. Правильно? Да, да. Как всегда, флаг в городе Темиртау — абсолютное неуважение к государственному символу Республики Казахстан, флагу. Посмотрите, в каком состоянии он находится. Что это такое? Проходите. Так, дежурная комната. Здравствуйте. Маған Ескендіровті шақырасыз ба? Следователь Ескендіров. Аха. Вы пытались до него дозвониться, до Искендерова? Номер у меня нету его, но я Не здесь дал, да, была номер? уже вот То есть неделю вы назад. приходите сюда раз в неделю, да? Ну что, мы ждали, ответа нет. Я уже неделю назад была здесь. Он мне обещал звонить и сказать ответ, что у нас То будет. есть 4 месяца нет ответа. Нет. Хотя Нет по закону, ответа. конечно, ответ должен Должно был быть, да. получен гораздо раньше. Но сейчас будем искать его. Так, в случае того, что если господина следователя Искендерова здесь нет, нам, конечно, остается только сейчас направиться в городскую прокуратуру города Темиртау. Да? Да. И уже требовать уже от прокуратуры незамедлительного вмешательства в данное уголовное дело для того, чтобы эти люди просто не остались на улице. Здесь много, да, по идее, как я понял? В Темиртау порядка нет, как я понял. Очень много людей в комментариях писали мне Да. после того, как я приехал 2 недели тому назад в этот город. По какому вопросу? Она хочет встретиться. Мне вот 4 месяца назад я писала заявление, до сих пор ответ нет. Я была неделя назад, он мне обещал звонить и не звонил. Давайте сюда, Татьяна, отойдем пока в сторону. Проблема, как я понял, заключается именно в том, вот, что из-за бездействия полиции, из-за бездействия полиции, именно вот отдела полиции Старогородского в городе Темиртау, сейчас вас уже выселяют, да? Да, То есть вы мне показали видео, что каждый день к вам уже приходят, да? каждый день. Да, каждый день ни покой, ни деньги, ни квартира сейчас. И давайте вот нормально жить мы не можем, нам вообще покой не дает. Видите, здесь ситуация такая, да, что формально банк прав, да, что они не получили деньги и теперь собираются вас Да, а вот выселить. человек, Ну, а который произошло продал. это по вине именно судебного исполнителя. Вы могли подумать, что частный судебный исполнитель мог так поступить с вами? Нет, мы не думали, он даже заранее не предупреждал, что он будет так. Я не знала, что он продал. Мы не знали, мы дальше платили дальше, мы продолжали платить. Нам не сказали, что он. Он по Карагандинской области, да, находится? А здесь есть у них офис? У них нет. Темиртау. Он в Караганде. Он в Караганде, да, находится? То есть у них местоположение в Караганде, да? Да. Понятно. Ну вот, это следователь Искендеров, которого так долго искали. Асырсбек заявление жазғанбыз 2021-де 16 майда. Кім, Содан жауап болмай жатыр. Проспектіңіз қайда? Жырсбек, сейчас, минуточку. Вы, да, следователь Искендеров? Или вы начальник следствия? Вы кто будете? Меня Ренат Хабрай зовут. Я с потерпевшим поговорю. Вы Искендеров или начальник следствия? Исполняющий обязанности начальник следствия. Исполняющий обязанность начальник следствия. А не можете? Ну, хорошо, вот вы, Татья, пройдите, потом выйдете, скажете результат. Так. Вот сейчас дождемся. Это оказался не следователь Искендеров, это оказался исполняющий обязанности начальника следствия Старогородского отдела полиции при управлении полиции города Темиртау. Вот, вот так вот смог я сказать, выговорить все это.
Так, в любом случае, сейчас мы дождемся вот вашего разговора, вот их разговора с начальником следствия, исполняющим обязанности начальника следствия. Ну и посмотрим, следует ли нам дальше идти в городскую прокуратуру Тимиртау, или же полиция, отдела полиции Старогородского там района или чего там, наконец-таки решит проблему с тем, что человек, который присвоил себе их деньги, или вернет эти деньги, или понесет за это соответствующее наказание букве закона. Итак, только что вы встретились с исполняющим обязанности следственного отдела полиции Старогородского управления полиции города Тимиртау, да? Да. Нам Так. сказали, ответ будет. Ну, подождите, нам сказали. Теперь будем ждать. Нам так То сказали. есть мы сейчас будем ждать и не будем пока обращаться, да? Нет, мы будем ждать, да. Нам сказали, обещали, что будем ждать. И нам звонит и скажет, что ответ. Пока ответ не дали. В любом случае, это видео, когда выйдет вот на днях, оно не сегодня явно выйдет, в день записи видео, но оно выйдет вот на днях, реакция со стороны правоохранительных органов, именно со стороны непосредственно управления полиции города Тимиртау должна последовать. Именно то, что люди не должны месяцами ждать ответа.